Добрый вечер. Сүйінбай Ералиев, народный поэт республики, герой Кыргызстана, лауреат Государственной премии имени Токтогула, лауреат Всесоюзной литературной премии имени Фадеева, Международной литературной премии имени Джамбула. Аксакал награжден многими орденами и медалями. Он президент Ассоциации киргизских поэтов, участник многих литературных форумов за рубежом, где неоднократно представлял киргизскую и советскую поэзию. Совсем молодым ушел на фронт, воевал от и до, трижды был ранен. Там, на полях сражения, рождались первые стихи, составившие впоследствии его богатое поэтическое наследие, переведенные на многие языки ближнего и дальнего зарубежья. Мастер художественного слова Сүйінбай Ералиевич перевел на киргизский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Твардовского, Шиллера, Гёте, Тагора, Абая и многих других поэтов русской и мировой классики. Далекий от всяких кривотолков, Сүйінбай Ералиевич в истории киргизской литературы стоит как бы особняком, ни под кого не подделываясь, никому не подражая, ни перед кем не унижаясь. Всегда оставался самим собой. Poeziya benim ömrüm. Yaş kesimenden poeziya benim baylanıştım. Поэзия – это моя жизнь. Я связан с ней с юности, с молодых лет. В 1942 году я ушел воевать, и с этого времени начал писать стихи. На фронте много писал. На войне как? Сегодня здесь, завтра там, в окопах, послезавтра опять здесь. Но главное здесь, на земле. Бросало нас туда, сюда, и писал, где придется. В окопах, в землянке. Это очень трудно. Кругом война, то идешь в атаку под крики «давай, вперед», потом возвращаешься, опять воюешь, возвращаешься, отдохнешь и опять потихоньку пишешь. Так и писал все время, пока был на фронте. Очень хорошо, что я начал писать на войне. Видимо, моя природа этого требовала. Видимо, я по природе такой человек, которому нужна была поэзия даже на войне. Я много написал. Массу стихов и около 15 поэм. Это непросто для одного человека. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне силы для этого. Спасибо тому времени. И спасибо в каком-то смысле войне. Потому что, не будь я там, я бы, наверное, поэтом не стал. Я сочинял именно потому, что был в армии, воевал. Многое видел, многое пережил. Я написал около 15 поэм, но были поэмы с трудной судьбой, как ты сказал. Некоторые критиканы утверждали, что мои поэмы – это не произведение искусства. От них нет никакой пользы, только вред для молодежи. Они слишком сложные, их якобы трудно понять. Не надо кыргызам таких поэм. Сколько раз меня прогоняли с трибуны со словами «этого никто не поймет, это слишком сложно, он пишет для себя, а не для людей». Были гонения. Сейчас поэзия стала не та, она утрачена, но она должна оставаться навечно, потому что она счастье, дающее людям. Нельзя от этого отказываться, ее нужно поддерживать. Раньше интересовались поэзией, ее читали, ее издавали, а сейчас о поэтах и творческих людях никто не заботится, гонорары не платят, и как выживать поэтам никто не интересуется. Сүйінбай Ералиев человек, можно сказать, для подражания. Я всегда его уважал и уважаю, и, видимо, до конца своей жизни, потому что это тот человек, который добился
самоутверждения, славы, почета, исключительно кровью и потом в полном смысле этого слова. Он воевал, дважды был ранен и остался таким же чистым, как был, наверное, в детстве, я так полагаю. Трижды, оказывается, был ранен. Трижды даже ранен. Ну, вот. И как выжил с его не очень-то здоровым здоровьем, всю эту войну прошел. И самое главное, что было после войны. Его первые стихи появились в первой половине прошлого века. Он пишет, до сих пор публикуется. И я всегда брал с него пример, потому что, когда, вы знаете, человек переступает какие-то традиционные пороги в творчестве, это воспринимается консерваторами очень болезненно. Тем более, если вдруг стали его признавать, читатель начал признавать. Так было с ним, он создал вот такую поэму «Акмёр» и использовал так называемый свободный стих. И сразу набросились, вот он портит кыргызское стихосложение, то-то, совершенно забывая о том, что свободный стих – это в традициях кыргызской поэзии. Вот поверьте мне, как человека, который с юности изучал кыргызское стихосложение. В Манасе свободный стих. В каждой национальной поэзии, тем более в такой поэзии, как киргизская поэзия, с ее мощнейшими многовековыми корнями, удивительной поэзии, должен быть свой лидер, и не один. И вот таким вот лидером, неявным, сегодня на протяжении последних 20 лет является Сүйүнбай Эралиев. Ну, в общем-то, и есть. Вот. Я думаю, что его произведения останутся, в общем-то, в кыргызской литературе навсегда. Потому что он был очень профессиональным переводчиком. Как он перевел Василия Теркина, Твардовского, это может перевести только тот, кто знает, кто такой был Теркин, потому что он с ним служил, он сам был в какой-то степени Теркиным, и вся эта атмосфера на кыргызском языке звучит так, как будто она и написана на кыргызском языке. Это было величайшее достижение в переводческой, так сказать, переводском деле в нашем. Я сам переводчик, вы знаете об этом. Сверху слушали. Но вот что надо отдать должное Сүйүнбай Эралиевичу, он никогда не возникал, не возмущался, спокойно работал дальше. И побеждал. Я думаю, что это действительно выдающаяся личность. И с нежностью вспоминаю его стихотворение, которое перевел довольно давно, уже лет 20 назад. Это замечательное стихотворение «За кочующими облаками». Я уйду за кочующими облаками, далеко, без возврата, на прощанье совсем себя облекая, обрекая, что любил когда-то. Пыль развеется по бездорожью, русло сменят реки, и живые смутятся ложью, что ушел я навеки. Миг прощанья беспечен и беспечален, только сердце заноет. Не бесследно ушел, и крыла за плечами спорят с тягой земною. Не бесследно ушел, пусть вернусь не собою, но под пальцами внука зазвучат кому за живой струною мое счастье и мука. Сүйүнбай Эралиев – крупный поэт традиционного на Востоке лирико-эпического склада. Он первым не только в киргизской, но и во всей тюркоязычной литературе Средней Азии обратился к форме свободного стиха со своей образной ритмикой. Сүйүнбай Эралиев – живой классик кыргызской поэзии. Чингиз Айтматов.